Доброе утро. Байкал у нас слева, как обычно. 6 утра. Выехал со стоянки. Сейчас у нас тут небольшие горы. Подъемчики, спуски. 6 утра, едем дальше. План какой сегодня? План. Ну, обязательно за Улан-Удэ, там на юрте остановимся, позавтракаем, пообедаем, покушаем. Ну, как раз пока доедем, там уже ближе к обеду будет. Асфальт сделали здесь хорошо. Свежий асфальт. То раньше здесь убитый он был. Катим дальше. Штиль на Байкале вообще просто ни ветра, ничего нету. Вода спокойная. Ой, красиво, да? Ладно, ребята, позже включимся, посмотрим, что и как. Ну, сегодня в планах-то за Улан-Удэ, естественно, ближе к Чите добраться. Там как раз 600-700. И тут еще 300. Ну, рубль-то будет сегодня. В Чите переночуем и завтра стартанем. Желательно бы, конечно, с Черных, оттуда поближе. Потому что там 1000 до Невера. 900 с копейками, грубо. От Читы. Что-то тут ограждение сломали. Еду, музыку слушаю, такую классную. Ладно, ребят, позже. Катим дальше. Катим уже по Бурятии. Вы знаете, вот сейчас еду, мысль такая мелькнула. А интересно, кто-нибудь переплывал Байкал вот с берега на берег? Отсюда туда, допустим. Кто-нибудь знает? Кто-нибудь ставил себе такую цель? Сколько километров, интересно, до того берега? Так-то его видно, конечно, в ясную погоду. Пару километров-то точно есть, если не больше. Да поболее, наверное, уже. Да, там, я не знаю, километров 5, может быть, да? Если не больше, да больше. Вот так смотришь по навигатору. Так плывешь, сколько там глубина, да, Байкала. И представляешь, какая пропасть под тобой. Страшно становится.
а что, этот одеть гидрокостюм. И все, и вперед. Я думаю, наверное, кто-то переплывал по-любому. Уж какие только мыслимые и немыслимые рекорды ставил человек, да? По-любому Байкал тоже переплывали. Ну, своим ходом, как говорится, без всяких приспособлений. Ни лодки, ничего, вот, а именно вплавь. Я про это имею в виду. Так, ребят, ну что ж, катим дальше. У нас 200 километров где-то плюс-минус осталось до Улан-Удэ. Что-то, честно говоря, поесть охота уже. Я с утра что, кофе сделал, только поехал. Катим аккуратно, плавно стараюсь. Ну, с горочки уж отпускаю. Тут смотрю, асфальт-то нормально. Но в любом случае, где вот будем обедать, скорее всего, там я бок-то открою. Так у меня вопрос, бок-то открою, там не вывалится вот этот весь пеноплекс. Как вот потом его запихивать обратно? Но в любом случае открыть-то надо, потому что проверить ремни надо. То есть хочешь не хочешь, но надо. Даже если вывалится, но буду закидывать. Там потому что 100 этих упаковок, то есть там не с самого начала они начали грузить. То есть место, куда закидать его. Ой, какая вольвочка красивая. Так что будем открывать, смотреть, подтягивать. Но основное тут у меня беспокойство вызывает вот эта плита ОСБ, которая высоко стоит. Ремнями я стянул. То есть один посередине, прям между собой, да, стянул. И один к полу притянул. Двумя, вернее, к полу. Ладно, сейчас что гадать, будем остановимся, будем открывать, смотреть. Сейчас-то, по идее, сколько я уже километров от Иркутска-то проехал. Километров 200. То есть как раз там и повороты, и подъемы, и спуски, перевалы, Култук. Ну, как раз примерно похожая дорога нам предстоит, так что понимание будет, что у нас с грузом. Доедем, не доедем. Ну, в плане целостности груза. За эти, которые на полу стоят, клееный брус, за него я не беспокоюсь. Основное вот эта плита. Будем ее проверять. Всем еще раз привет, друзья. Водичку набираю в дорогу. Тут вода неплохая, мне нравится. Тут вон все есть. И воронка, и ковшик. Что-то я думал 2 5-литровки, зараза, у меня одна. Ну, должно хватить. Туда-обратно с Якутии-то выбраться. Да? Сейчас еще этот. У меня литровые есть бутылки. С собой еще возьму. Так. Поставить. И крышку надо закрыть обязательно, не забыть. Ладно, вот сигналят местные. Ну
что ж, ребята, Улан-Удэ. Вон Датсан. Я так понимаю, небольшой. Я уже в одном из роликов показывал остановки такие в буддийском стиле. Прикольно сделано, красивые, симпатичные. Нестандартные вот эти, знаете, бетонная коробка, а в таком крыша такая, знаете, на углах вверх так задирается. Сейчас вот будем проезжать, покажу. Вот. В России вообще традиционно 3 буддийских региона. Всего лишь 3. Это, соответственно, Бурятия, Тыва и Калмыкия. Нет, это не тот, подожди, а почему? Ну что-то в этом стиле похожем. Да, вот в таком. Вот сейчас переход будет. Ну и остановка тоже в едином стиле. В таком, знаете, крыша такая. Вот. Крыша. И сейчас вот переход там тоже с такими. Опа. Тормозим. Что-то колодки свистят. Было по левому ряду ехать. Вон, видите, пешеходный переход сверху. В таком кончике, они вверх так смотрят. В буддийском стиле. Вон, видите? Куда шагаш? Он бандуру везет. Так что вот. Бурятии привет. Родина отца. Улан-Удэ привет. Ну мы тут, я уже и говорю, что мы краем проезжаем. По сути, в город-то не заезжаем. Там стрелка, да, там стрелка влево. Вот тоже пешеходный, да, переход? Такой своеобразный. Дизайнеры молодцы. С душой подошли к делу. Крыша такая же. Так что вот, ладно. Катим дальше. Что-то я не выдержал. Я там до Улан-Удэ остановился, покушал бухлера, бузы. Я уже все, уже не могу. Но в любом случае в юрте остановимся. Бухлер-то уже брать не буду, бузы покушаю просто. И перед Читой еще там тормознемся. Там обязательно, я там всегда останавливаюсь. Сегодня будем объедаться. Давай-ка вот этого перца обгоним, а? Что он мне заколебал, он едет как-то, тормозит. Он, видать, может, первый раз здесь. Идее надо перестраиваться. Сейчас, потому что у нас левый ряд-то прямо, а правый направо. А правый куда-то... Даже кто-то что-то говорил. Я выключил. Ну это в аэропорт. Эти ушки работают тебя, не, Леха? Нихуя не работает. Ну-ка, включи-ка. Что не работает? Правое ушко не горит, Леха. Не мне. Перегорело, значит? Так, ребята, ну что ж, в добрый путь. Улан-Удэ заканчивается, едем дальше. Едем до юрты.
Авария это через конечку шагнула, а? Там тормознемся, значит, обязательно груз сейчас будем расшториваться. Надеюсь, дождя там не будет. Проверим груз. Итак, я уже 400-то прошел. И потом покушать сходим сначала, чтобы на полный желудок не ползать потом. Тяжело будет. Опа, опа. Записывает ли камера? Вроде записывает. В общем, сейчас заглянул сзади. Думал, дырка может быть там посмотреть как-то. Ну, ничего не видно, надо бок открывать. Что-то, честно говоря, такого желания нету большого. Если это сейчас все дело посыпется, ох, как это все закидывать? Вот как закидывать там? Он здоровенный же. Самому залезть. Еще этот подобрать. Он сам-то легкий, но он вот здоровый. То есть надо, чтобы кто-то подал, если упадет. Но, блин, надо смотреть. Не сильно ли у меня там ужас ужасный? Сейчас посмотрим. А, блядь, я же не вытащил. Слушай, ну вроде бревна-то нормально. Блин, ослабло. Ослабло-то так не слабо. Сейчас посмотрим. Слушай, ну вроде держится. Не падает. Слушай, а вот это стоит. Да? Нет? Не вижу. ОСБ-то из-за этих. Но она ослабла, вижу. И это... А, вот она, видно. Вроде нормально, да? Верхний только не вижу. Там же... Там, получается... На палете вот эта пачка стоит. И сверху еще пачки. Они просто лежат. Они просто лежат. Но мы... Просто лежат. Сейчас мы вот этот подтянем. Малеха, да? Вроде стоит пачка-то. Вот эту еще подтянуть надо. Малеха, видите, продавила. А где-то уголок упал, что ли? Или я позабыл поставить его? Нормально. Нормально. Ну, один хер еще назад надо будет двигать, чтобы вперед еще посмотреть. Так, блять, не видно вот из-за этой.
Блять! Ебать! Это у кого? Подушка у кого-то. Это у тебя? Это у тебя бахнуло? У тебя? Ебать! Вот это! Кого бахнул-то? Че, у тебя? Целая? Целая? Хер его знает, у кого, бля. Все бегают, смотрят. Все бегают, говорю, смотрят, у кого. И тут по рации сейчас говорил, у меня что, говорит, колесо въебало. А, по рации сказал, да? Туда кто проехал, вперед. Ну бахнуло, что, бля, я наверх как раз залажу. Ё, твою ж мать, бля. Чуть не обделался. Так, а куда я... А, вот сюда я залазил. Да я думал, в каком состоянии. Так, ну вроде стоит у меня. Ну как, ну сместилось он. Уголок. Вижу, блядь. А? Не, так покидали. Блядь, туда залезть надо. Чтобы уже больше. Ну вроде. А нет, подожди, она упала, да. Она сместилась у меня. Блядь. А? Не, вроде нету здесь. Ящик, короче, он сдвинулся. Он, короче, знаете что? Он, бля. Он сместился, малеха, к этому борту. Зараза. Да, вот он. Съехал, малеха. И этот тоже ящик, кстати, съехал. Ой, блядь. Вот это вообще жестко. Ну сейчас стяну. Надеюсь, больше не будет двигаться. Фу. Так. Сейчас лезть еще надо. Ох, не свалиться бы, а. Это будет попадос. Нихера колесо бахнуло. Неприятная вещь, хочу вам сказать. А если рядом бахает? А, блин, доску, подожди же, блин, куда я слажу? А если рядом еще бахает? Вообще. О. Фу. Так. Вот эту сейчас подтянем. Вот эту. Что, и скалолазом надо быть одновременно.
с лишним весом тут проблема будет. Уж чересчур когда. Ну, верхняя плита повредится. Извиняйте. Мне надо груз довести. Ну, верхняя вон та. Промнется малеха. Ну, я надеюсь, оно сейчас примет в транспортное положение и больше не будет двигаться. Вот это у меня надежда. Вот на это у меня надежда. Струна. Вот это пойдет. Фу. Не знаю уж, как записала. Так, и вот этот надо еще. Сколько там ремней? Еще 2, да? Сейчас перетяну шторку. Блин, это ж порвет мне, да? Это когда разбирали эту, как его, ну вы поняли, да? Пачку. Запихать ее туда. Это больно ехать далеко. Ну все, ребят, ладно. Сейчас этот затянем. Ой, вообще слабо. Крепко. Так. О, вообще слабо. Блять. Бахнул-то нормально. Ребят. Так, ну все вроде. Теперь я спокоен. Надо еще будет, наверное, еще раз открыть в Тынде, наверное, где-нибудь там, перед Якутией.
Так, все, ребят, ладно, закрываемся. Погнали. Погнали дальше. Записывает ли, не знаю. Я опять весь чумазый, вчера помылся. Так. Сейчас еще проверить надо. Обязательно. Ну, я имею в виду там закрепление. То один раз так уже все натянуло, а там слетело. Поэтому я проверяю. Ага, все стоит. Фу. Что-то жарко здесь. 27 градусов. Душновато. Нормально. Ну, подушка, да, бахнула, ребят. Я еще как раз наверх залажу. Ё-моё. Бабах. Вон дырка. Это на обратном пути. Я же в Уфе делал прицеп. Там я же доделаю. Вот это новую поставили, вырвали же мне. Сюда в противовес от трубоукладчика. Они оба положили, начали поднимать. И он такой с одного слез. Они два сразу стали поднимать. Один слазит, сюда в бок уперся. Доска, до свидания. Этот ремень тоже до свидания сказал. Ну хорошо, что не здесь вырвало. А вот это вот здесь. Вот это. До свидания. А то если бы здесь вырвало, было бы сложнее на ремонт. А тут что, просто этот ремень поменял. И все. Как-то так. Опа. О! Струна, бляха-муха. Натянуто. Сильно тоже, конечно, перетягивать. Так уж. Чуть-чуть, блин. Все в меру, господа. Сейчас спрошу, а что у него за запчасти, может у меня есть? Может ему фитинг нужен или что у него? Фитинг-то есть. Пустой. А что это за Веста прицеп? По-моему, этой же компании нету, да? Что-то их давно не видно. Блин, сколько машин-то едет, ё-моё. Я так хорошо шел, сейчас всех обогнал. Один еду. И вот это обещал мне сделать. Надо тут выровнять. Погреть металл. Выровнять и тут склеить. А что у тебя случилось-то? Что за запчасть-то? Какой? Ну? Я сделал. У меня есть, если что. Дать? Все сделал. Ну все, ладно. Вытащил напрямую. А где у тебя? Порвало? Сиденье, бля, шипит, заебало. Понятно, ладно. Шип. Понял. Ладно. Да не за что. Так, ладно, сейчас бежим
рыльно-мыльные дела сделаем. А то я что-то с утра кофе попил да поехал. А, вот у него, походу, шмякнуло, блин. У этого трава. Что-то он сидит, смотрит в ту сторону. Так, все. Чуть-чуть сместилось, но не критично, нормально. Жить можно. Как бы окей. Все. Ну что ж, ребят, покидаем Бурятию. Встречает нас Забайкальский край. Тут немножко на границе с краями дорога не очень. Ну, положа руку на сердце, в Забайкальском крае все дороги, ну, много километров не очень хорошие дороги. Объективно надо смотреть. Но местами есть участки хорошие, а местами надо их там ремонтировать. Ну, кстати, сколько я тут? Месяца 3-то не был в этих краях. Может быть, сделали что? Я бы посмотреть. Вот, блин. Немножко ямы-то заделали. Тут вообще было жесть. Вот. Все, у нас Забайкальский край. Сейчас у нас Хилок скоро. Ну как, относительно. Километров 150, наверное. Вот сколько раз ездил, ни разу не запоминал столбик. Какой километр Хилок. Вот сейчас 614. Тут спуск у нас такой крутой. Немножко отпустим машину. Разгонимся. Ну что ж, груз я подтянул. Немножко душа успокоилась. Шторку натянул. Ничего не выступает, ничего не выпирает. Жара здесь, кстати, стоит. Ну, было 28 местами, сейчас 26. Жарко здесь. Деревня. Речка Нижняя Хараусу. Хараусу. Датчики у меня это вот давление на тягаче что-то глючат. Ошибки выскакивают, зараза. Там, видать, батарейка села или что. На это и ругается. Их надо, когда было переобували, надо было батарейки посмотреть, там-то поменять. Ну, по идее, там батарейки должны быть. Поэтому, наверное, какой-то датчик не работает, может быть, ругается. Он как бы показывает давление. Кстати, давление-то высоковато. А вот завтра с утречка скинуть давление еще. Это слишком жарко. Было сколько? Остановился, не успеваю. Этот взял тоже тормозит, ебаный в рот. Ладно, ребята, не будем долго записывать. И так долго, наверное, будет. В принципе, все нормально, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Катим дальше, работаем.
посмотреть, сколько от Култука-то я отъехал. Проехал-то уже. Ну, 600, кстати, это же, подожди. Это же с Иркутска, правильно? А там, ну, от Иркутска до Култука, сколько там, 80, да? Ну, 100, грубо говоря. Ну, значит, 500 километров сегодня прошел. Ну, вот до Читы как раз будет рубль, наверное. Подожди, а Чита-то у нас на каком? Все позабыл. Ладно, все, хорош. Поехали. Ну что ж, ребята, 222 километра сейчас проезжал. Указатель был до Читы. Что-то сначала дождик мелкий накрапывал, сейчас уже посильнее начал. Уже, наверное, километров 50, если не больше, едем с дождем. КамАЗ, Союз в канале, нет? Дорога, конечно, местами прям вообще убитая. Ну ничего. Ты на ночлег? Ну этот, ничего. Бля. Миша, припаркуйся. Этот, ну ничего, ремонтируют. Реверсы есть. Асфальт новый кладут. Как бы нормально. Сейчас через 80 остановимся, поужинаем. И там еще соточка останется до Читы. Ну и так как раз рубль-то будет, плюс-минус. Доброе утро. Чита, Роснефть. Там Хабаровск, Роснефть, вот эта, которая с левой стороны уходит после кольца. Она там не на ремонте, не в курсе? Не знаю. Тут я долго не был. А заправлялись там. Надо ехать туда. Дружище, вот на трале заправился, отъезжаешь, там тебе что говорили? Топлива уже все, нету? 120 осталось, но он мам подъехал. Наверное, все заберет. Ага, все, спасибо, короче, грузовые, все, хана. Блин, а. Под легковые осталось топливо, но сейчас передо мной 2 заправляются, еще 2. Доброе утро, доброе, что-то я не поздоровался или поздоровался. В общем, дождь продолжается. Я, главное, вчера в 12-то подъехал до Читы, там, где ночевал. Такой, думаю, на 5 утра будильник поставил, думаю, сейчас подъеду к Чите. Ночью заправлюсь, очереди поменьше. Какой 7:30 проснулся, будильник вообще не слышал. Вот это я щеманул подушку. Все, и вот сейчас вот заправиться надо, а топлива нет. Что делать? Ехать дальше, что ли? Нет, топлива-то не особо много. Считай, где я заправился, в Култуке. Полбака у меня левого. И правый еще там тоже. Ну как, почти полный. 400, 900 литров, грубо говоря. Ну, еще подъезжает. Да, так главное, за мной китаец еще стоит. А у них не рация же, они не по-русски-то не бельмеса. Сейчас он туда подъедет на грузовую и обломается. А что, куда движуха? Куда поехали? Тут проблема в Чите все время на этой заправке. То топлива нету, то очередь за километр. Ладно, посмотрим. Чё?
Давай вот эту. Под левый бак еще непонятно. 在左边的水箱下面还不清楚。 Когда парень ехал заправляться, сказали 240 литров осталось. 当那家伙开车去加油的时候，他们说还剩下240升。 Так что вот. English, no? English. Я... Малеха. 我们只会说中文。 Чё? Говорим только по-китайски. А как? Как по-китайски да и нет? 中文怎么样？是吗？是吗？ Да. Yes. 大就是是 С? 是 С. 啊，念到就是不是 Пу? 啊不 Пу. 嗯 С. 啊是不 С. Пу. Да? Нет. 啊 С. 大 С. 念到 Пу. А си-си? 啊 Си-си? 谢谢 Thank you, да? Thank you. Спасибо. 对谢谢谢谢 Шиши. Шиши. Понял. Ладно, ждем. Опа. Вот так вот. Ну, у них какой-то этот гаджет какой-то, что они могут, видите как. Ну, по идее, тут Google тоже можно говорить, и он переводит. Ну, онлайн, если только, видите. Ну, я сейчас вижу, что... Посмотрим. Проблемы с этой заправкой. Некоторые еще, знаете, расцепляются и на башке чисто туда подъезжают. Потому что, блин, у некоторых подгорать начинает. Ну да, вон все, топлива нету. Повесили. Эти... Топливо закончилось. Браток, тут все, да? Закончилось? Сейчас спрошу, вот здесь, может, осталось. Я там следующий. Касса там. Только... Да. Только там осталось. Я... Давай эту штуку. Осталось топливо только там. Вот я туда. Так, ладно, наконец. Для китайцев, конечно, целый квест. Заправка в России. Я думаю, что для них. Причем без обид, да? То есть китайцы тоже в основном своем только китайский знают. У нас в России в большинстве то же самое. Только русский знают. Я вот немножко английский знаю. Немножко башкирско-татарский знаю. Немножко бурятский. Вообще не знаю. Там пару слов. Ну, как бы стараюсь изучать. Короче, не выдерживает. Подвесил. Сюда надо что-то подстелить, потому что она протирает, зараза. Да, она порвет ее скоро. Потому что туда цепи положил. А цепи пипец тяжелые. Супер неудобная заправка. Я уже говорил, что
что этот... Как его... Ноги расцепляются. Чисто на башке сюда едут, заправляются. Так, я 500 взял. Санки какая-то заправка. Что за это такое? Первый раз вижу. Ну все, ладно. Заправляемся, ребят. Я говорил, видите, многие расцепляются и просто на башке подъезжают. Ну что-то как-то... он там не проедет. Там этот стоит грузовик. И он на той заправке сейчас будет заправляться. Ай, блин, да, конечно. В этом плане в Чите заправиться это просто супер неудобно. Я не знаю, многие бы предприниматели бы, да, видя такой ажиотаж на заправке, бы срочно реконструкцию бы провели бы. Для грузовых бы поставили не одну только колонку, да, а поставили бы, ну как на Западе, где я видел, Татнефть очень часто делают. Сюда еще ставят и сюда ставят. То есть 3 колонки с 2 сторон, да, заправка. Тут еще с 2 сторон и тут еще с 2 сторон. То есть одновременно могут до хрена машин. Раз, два. Тут еще стоит колонка. 3, 4, 5, 6 машин одновременно могут заправляться. Ну, под разные баки. Видя такой ажиотаж, бы срочно бы, да, сделали бы реконструкцию. А так, тут очереди бывает вообще жесть. Ну, кто ездит, знает, про что я говорю. Боль и слезы дальнобойщиков заправиться в Чите. Целый квест. Так, ладно, все, хороший трындитель, Дар опять начал. Пошли. Уже почти заправились. Сервика, ты, может, отъедешь куда-нибудь? Что ты перекрыл-то заезд на заправку? Ребята, под левый бак я отъезжаю. 4-я колонка. Он в другую сервика. Он расцепился. Все. Я не знаю, он длинномер, во-первых, и не габарит. Он залезет ли туда, под эту крышу. Снесет им нахер. Вот он пытается. Но надо, чтобы ему кто-то подсказал. Он у меня и спрашивал высоту эту. А что-то я заправлялся, отвлекся. Так, все, ребята, слава тебе, Господи. Я недолго отстоял, где-то в районе 40 минут, возможно. Плюс-минус, плюс заправка. Ну, часик где-то у меня ушло на все это дело. Удивительно. Удивительно быстро это произошло. Поэтому возрадуемся за меня, что я быстро заправился. Еще и слева там далеко едут. Отлично. Так, и так. Что мы делаем? Сейчас там после кольца БРК слева будет. Там расширение, тормознемся. Сделаем, сбегаем кофе, возьмем в дорогу. Там, правда, она немножко бодяжит, его больше воды, чем кофе. Ну да ладно. И... Подожди, а где похавать-то? Где мы будем хавать? В первую очередь надо подумать о желудке. Надо подумать о желудке, где мы будем кушать. А кушать мы будем что-то я как-то и хз. Подожди, что-то вообще все позабывал. Подожди, после Читы что у нас?
А, Чернышевск. А, перед Чернышевском есть там бурятское кафе, но оно такое не очень. Как бы там бузы такие, они их давно сварили и этот подогревает просто. Ну как бы окей, ладно, там покушаем. Ну туда еще километров 200 до туда. Если до Чернышевска 300, где-то 200. Так что кофеек сейчас мы возьмем. Или сварить уже свой. Да что-то неохота мне этот. Опа. Так, ну Чита у нас остается справа. Мы ее проезжаем мимо. Так, ребят, ну что ж. Все. Выезжаем. Выезжаем в дорогу. Кофе взял. Что-то у них какой-то новый стаканчик. Какой-то тут. Ай-яй-яй. В общем, какие-то тут непонятные. Все, в путь дорогу. Что-то тут вчера дождь, ночью шел дождь. Сейчас дождь идет целый день, наверное, будет. Хотя, возможно, сейчас город и перескачем. Так может быть там не будет уже дождя. Хотя, с другой стороны, и жара тоже не особо не нужна. Сейчас у нас тут затяжные подъемы начнутся. Сейчас расход топлива сразу так пойдет вверх. Все, в добрый путь, ребят. Вам приятного просмотра. Поехали дальше. Смотрите, ребята, облака так низко, да? Смотрите. Дождевые, тяжелые. В общем, шагаем дальше. Здесь тоже вон облака низко. Гору закрыли. Скоро у нас Чернышевск. Асфальт, конечно, кладут здесь, блин, свежий асфальт, а он уже в дырках, в ямах, разбитый. Ближе к зиме тут вообще ямины будут. Приходится вот так посередине ехать. Ну и мосты, наши любимые мосты. Практически перед каждым мостом надо притормаживать. А то будет ай-яй-яй. Так, ну и что, очередной подъем. Что-то и знака не было, сколько километров протяженность. Или не километров, метров. Так, сзади никого нету, никому не мешаю.
Сопки-то в облаках. Сопки или горы, как правильно их назвать. Ну так, едешь, периодически въезжаешь в эти облака. Сразу темно становится. Так, ну что ж, катим дальше. Сейчас скоро будет кафешка, мафешка, тормозимся там, позавтракаем, пообедаем, поужинаем и дальше. Сегодня в планах даже не знаю. Желательно бы, конечно, вообще бы изумительно до Невера дойти. Это потому что я перед Читой встал, это где-то в районе 1000 это будет снова. Попробую. Но остатки уже по темноте шагать будем, потому что я сегодня поздно выехал. Считай, проспал столько и на заправке время потерял. Поэтому снова мост, чуть более-менее. Ладно, пошли дальше. Что-то, ребята, я давно здесь не был. Вообще, что с дорогой? Она поплыла. Тут просто река уже течет. Дождь еще херачит. Блин, мне бы сейчас еще не встать бы, а? Вообще весело будет. Что случилось-то тут, блин? Асфальт сняли, тут гравийка. Жесть. Опа, опа. Вообще. Что, за мной там едет кто-то? Обгоняй. Не мешал. Не за что, ребята. Давайте, давайте. Еще давайте. Ужас. Да уж. О-хо-хо, яма какие. О, асфальт. Давайте, обгоняйте. Обгоняйте быстрее. Что у вас тут? Да, конечно, движение вообще плотное стало. Я помню, в дальнобое-то начинал. Да не было здесь никогда такого движения. Едешь себе один спокойно. А тут сейчас... Да, еще и дождик херачит такой нормальный. О-о-о. Да, как из ведра идет. Весело.
151 столбик. Еще 150 до Чернышевска. Да уж. Грибной такой дождик, грибной. Опа. А что-то мне сейчас вот в телеграм-канале-то подписчики сказали, в Шилке есть кафешка, тоже неплохая. А я сюда обычно заезжаю. Теперь буду знать. В Шилке заедем еще. Там Бухлер, Бузы. Ну вот Вовка стоит. Опа-опа. Что-то я не пойму, что у него за... А, подожди, это его же цвет, да, машины? Я думал, белая у него. А у него какая-то она сиреневая, синяя какая-то. А где он сам-то? Конечно, заезд не очень. Ну ладно, сейчас заодно груз проверю. Ой-ой-ой, как тут что-то не очень, да? А вон Вовка стоит. А, вон он, оказывается. Ой-ой-ой, ой-ой. Блин, а тут все заняли. Стали не очень-то. Не встать бы здесь. Ну, в общем, с Вовкой покушали, попрощались. Он в Тобольск побежал. Что-то раскритиковал эту кафешку, говорит, Бухлер не Бухлер, Бузы не Бузы. Я понял. Ну, что-то действительно как-то не очень. Я уж так... Ну, везде по-разному, всем не угодишь, как говорится. Хотя народ останавливается, кушает. В общем, едем дальше. У нас сейчас Чернышевск. Я думаю, даже останавливаться не буду, мимоходом. Сейчас пульнем дальше. Ой, блин. Груз открыл, проверил, посмотрел. Все отлично. Палет этот с ДСП-то как стоял, так и стоит. Залез, посмотрел, вроде нормально. Еще ремни немножко подтянул, ослабли, конечно. Но уже как бы не так, как вчера. Чернышевск 37, Жирикен 75, что-то Хабаровск 1800, что-то такое было, да? Я надеюсь, что уже все, больше открывать не буду. Доедем так. У нас ориентировочно осталось до Якутска, до Нижнего Бестяха, до парома. Сейчас посмотрим. Интернет, если есть, что нам навигатор скажет. У меня, как обычно, точки уже все проставлены. Просто на нее наводишь. И все. Прям до перекрестка у меня, по-моему, там, где светофор в Бестяхе. Так, итого показывает 1790 км у нас до Нижнего Бестяха. От Невера до Нижнего Бестяха. Ребят, ну что ж, наконец-то я добрался до границы, Амурская область. Сейчас дорога чуть получше будет, но тоже там местами
Но не, по крайней мере, не как здесь. Что, думал здесь остановиться, кофейку сделать. Ладно, думаю, до Ерофея 33 километра. Там остановлюсь, сделаю кофейку и дальше поскочим. Наверное. Сижу и думаю, почему? Потому что сегодня четверг, пятницу я не успеваю. Суббота, воскресенье не разгружают, понедельник только. Вот, поэтому не спеша я в субботу, послезавтра-то приеду. Ничего, тут осталось немного. Если успею, то в субботу переберусь. Если нет, то в воскресенье утром на тот берег на пароме. И все, и в воскресенье там подожду. И в понедельник разгрузимся. Такой план действий. Так что теперь спешить некуда. Сейчас поговорил с логистом. Я говорю, да я бы никак не успел, вы что? Такой груз геморройный. Я и так сейчас ехал, подпрыгивал. Переживаю теперь опять за этот палет. Пару раз поймал я прыжки. Ну, эти забайкальские волны. Подлетел. Поэтому у меня теперь переживания. Я думаю, нормально все, дай бог. Тут вот. Теперь вопрос, где остановиться мне? На Невере. До Невера еще пилить и пилить. Желательно бы, конечно, до Невера доскакать. Было бы идеально до Тынды. Ребят, ну что ж, свернул я в сторону Якутии. Что-то я побыкался на Невере возле заправки. Все занято, думаю, ладно, поеду дальше. В общем, у нас ночная поездка. Не знаю, докуда дотяну, посмотрим. Да, наверное, тут сейчас возле Соловьевска-то встану. Если там место, конечно, будет. Там есть небольшая площадка. Кафешка. Только 11 километр столбик. Зараза, думал, интернет будет. Интернет же нужен. Не знаю, возле Соловьевска, по-моему, там плохой интернет. Так что... Поедем дальше. Сейчас где-нибудь довстанем. Свернул, все, движения очень мало. Едешь практически один. Ладно, ребят, все тогда, до завтра. Завтра тоже спокойно будем ехать. Торопиться некуда.